Урожайность 1 гектара оставляет желать лучшего. На этом участке где-то дает 18-20 центнеров в месяц. В поле каждый воин. Расскажем о том, как проходит жатва озимого ячменя в селении Чемульга. Коммунальный рай без хлопот и забот. Как благоустраивают новый город региона? Мнение жителей Сунжи. Именно так сейчас выглядит берег реки Аса. Разбросаны мусор, разбитые бутылки и остатки еды. Состояние прибрежной зоны оставляет желать лучшего. Отдых и прочие неприятности. Бедный берег реки Аса. Сколько еще ему страдать от отдыхающих? Смотрители дорог. Сотрудники ГИБДД сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Турнир по одному из самых благородных видов спорта сегодня проводится в Назрани. Больше 400 борцов вольного стиля со всей Ингушетии поборются за звание лучшего. В Центре олимпийской подготовки в городе Назрань сегодня прошел турнир по вольной борьбе среди юниоров. Добрый вечер. Это новости 24. В Рио главы Республики Ингушетия Махмуд Али Калиматов провел рабочую встречу с председателем Народного собрания Республики Магометом Яндиевым. Спикер парламента ознакомил в Рио главы субъекта с итогами законотворческой деятельности в период весенней сессии Народного собрания Ингушетии. Калиматов рекомендовал парламенту выносить на широкое общественное обсуждение все проекты законов республики, касающихся важнейших тем социально-экономического развития региона и качества жизни граждан. В рамках встречи стороны обсудили план законотворческой деятельности Народного собрания на осеннюю сессию и текущие проекты законов региона, необходимые для дальнейшего роста потенциала Ингушетии. Сегодня в России отмечают День сотрудников госавтоинспекции. Дата установлена приказом министра внутренних дел страны 8 лет назад. Помимо ужесточения штрафов и мер наказания нарушителей правил дорожного движения, сегодня руководством и сотрудниками ГИБДД проводится ряд важных мероприятий по вопросам безопасности дорожного движения. Весомый вклад сотрудников ГИБДД отметили и на торжественном мероприятии в здании ведомства в Магасе. Амина Бокова с подробностями. Ровно 83 года на российских дорогах ГАИ, ГИБДД орут. Аббревиатура за это время у дорожной полиции менялась не один раз. Но суть их работы неизменна – следить за порядком на дорогах и тем самым оберегать наши с вами жизни. На торжественном построении в здании ГИБДД в Магасе в одной шеренге капитаны, регулировщики, ветераны службы и те, кто только начинают свою карьеру. Под звуки гимна Российской Федерации они встречают министра внутренних дел республики Михаила Коробкина. Сегодня общество предъявляет сотрудникам полиции высокие требования, особенно к госавтоинспекции, лишь состав которой в наибольшей степени участвует в непосредственном общении с гражданами. Человек в форме сотрудника ГИБДД олицетворяет собой власть, закон, справедливость. Именно с ним жители республики связывают порядок на автодорогах, спокойствие и уверенность водителей в собственной безопасности. С особой теплотой хочу поздравить с праздником семьи наших сотрудников, родителей, жен и детей. Это они наравне с нами делят все тяготы и лишения службы. Отдельные слова поздравлений адресую ветеранам госавтоинспекции. Нашей живой истории, хранителям служебного опыта и жизненной мудрости. Для них нет разницы, летний зной или сильные заморозки. Они всегда на службе, 24 часа в сутки, 365 дней в году. Несмотря на устоявшийся стереотип о том, что основная работа сотрудника ГИБДД – выписывать штрафы, спектр их деятельности гораздо шире. В первую очередь работники госавтоинспекции занимаются профилактикой безопасности дорожного движения, проводят различные акции, беседуют со школьниками, рассказывают о правилах поведения на дороге. Ведь согласно статистике, каждый год на дорогах России погибают более 160 тысяч человек, среди которых и водители, и пешеходы. Я проработал
24 года в ГАИ. За это время очень много было. Со смертельными было, с ранениями были. Приходилось видеть все это, составлять схему ДТП. Это к нему нельзя привыкать. Это тяжело. Сотрудники ГИБДД не всегда остаются только свидетелями ДТП. Часто и их жизни угрожает серьезная опасность. 32 фамилии сотрудников госавтоинспекции, погибших при исполнении служебного долга, увековечены на мемориальной плите у здания ГИБДД в Магасе. В память о них сегодня была объявлена минута молчания. Башир Гамботов – заслуженный ветеран ГАИ. Службе он отдал более 40 лет. Сегодня он делится своим опытом с молодыми коллегами. Больнее всего, рассказывает Башир, становиться свидетелем ДТП, в котором погиб ребенок. Также на плечи сотрудников ложится и другая ответственность – выявлять незаконную перевозку наркотиков, оружия и контрабанды. Мы любое время будем рядом с вами и будем оказывать помощь вам. Но ваша задача не подвести на сегодняшний день. В первую очередь, как министр сказал, не подвести себя за какие-то мелочи. Надо работать честно, добросовестно. Далее с приветственным адресом премьер-министра республики Зелимхана Евлоева к сотрудникам ведомства обращается зампред правительства Исрапил Латыров. Ваша служба является одним из самых сложных участков охраны общественного порядка, который играет исключительно важную роль в сохранении жизни и здоровья людей. Вы люди мужественной профессии, которые постоянно требуют полной самоотдачи, стойкости и выдержки. В честь 83-летия со дня основания службы особо отличившихся сотрудников, а также ветеранов, внесших личный вклад в укрепление правопорядка, награждают почетными грамотами в РИУ главы Ингушетии. Я поздравляю всех сотрудников госавтоинспекции с этим нашим профессиональным праздником. Желаю удачи в службе и безопасных дорог нашим жителям республики. Профессиональный праздник сотрудников госавтоинспекции в России начали отмечать лишь 8 лет назад. И с каждым годом значимость работы сотрудников ГИБДД только растет. Связано это с увеличением количества автомобилей и интенсивности движения на дорогах. Амина Бокова, Султан Булгучев, Новости 24. Лучшие орнитологи России приехали в Ингушетию для проведения научно-исследовательской работы на территории заповедника Эрзи. Сотрудники Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук и заповедника Дагестанский совместно с ингушскими коллегами изучают разновидности птиц и летучих мышей. Все подробности в репортаже Зелимхана Калоева. Ингушетия – рай для орнитологов. Здесь они могут наблюдать за птицами, изучать и следить за их передвижениями, проводить научную и исследовательскую деятельность. Большое количество растительности, разнообразия растений и лесов позволяет сосуществовать многим видам птиц. Хищных пернатых в республике куда меньше, большинство из них находится под охраной. Сложно представить место, где на небольшой территории собрано такое количество представителей птиц, которые мирно живут друг с другом испокон веков. Кстати, на этих величественных скалах располагается колония белоголовых сипов. Но сейчас цель поймать более мелкую добычу. Для этого орнитологи устанавливают сетку для отлова птиц. Чем больше ловушек, тем лучше. Но за всеми не уследишь, поэтому для 2 человек достаточно 4 таких конструкции. Вся эта процедура занимает не больше 15 минут. Она вообще птицы, да, никакого вреда она не приносит. Вот. Единственное требование, нужно сеткой как можно чаще проверять, особенно в жаркое время года. Для чего птиц ловят? Ну, в первую очередь, для того, чтобы узнать видовой состав. Потому что есть виды, которые ведут скрытный образ жизни, который очень тяжело внимательно рассмотреть. Есть виды, которые достоверно определить может только держа в руках, используя специальные определительные таблицы. Вот, поэтому при проведении фаунистических исследований всегда стараются орнитологи не только в бинокль наблюдать, не только фотографировать, но еще и по возможности ловить. Вот, когда птицу удержишь в руках, можно получить много дополнительной информации. Например, о ее упитанности, находится ли она в состоянии линьки или не находится, определить более точно, допустим, пол птицы, возраст птицы.
Вот. Ну и, как бы сказать, как правило, птицы, которые отлавливаются, они еще кольцуются для того, чтобы изучать их миграции. Днем сетки ставят для птиц, ночью для летучих мышей. Главное условие, чтобы она оставалась в тени и была максимально скрыта. Весь механизм работает по принципу игры Angry Birds. Высота 3 метра, длина 10. Сетка едва заметна для человеческих глаз, не говоря уже о птичьих. В летнее время ее желательно проверять каждые 3 часа. Птица попадает в сетку и остается в одном из этих многочисленных кармашек. Сейчас главное не спугнуть птичек, затаиться и ждать улова. Этим сейчас и занимаются специалисты. Тут главное терпение. За птичек переживать не стоит. После того, как получится установить видовой состав, они снова отправятся на волю. Если нам нужны материалы для ДНК-анализов, есть вот при помощи вот этого самого инструмента мы берем небольшие кусочки ткани, чтобы делать ДНК-анализ. Но в данном случае у нас такой задачи не стоит, поэтому мы используем только штангенциркуль. Это определитель птиц, который для сложных случаев, когда мы не можем определить какой-то вид, здесь есть подробно расписано, как определить птицу, которую ты держишь в руках. Для этого используются вот специальные мешочки, куда мы кладем пойманных птиц, они тоже как бы безопасные, сюда кладем птицу. Обычно птицу счастья приходится ждать несколько минут, но из-за сильного ветра придется потерпеть до завтрашнего дня. Сергей Букреев 35 лет посвятил поискам новых видов пернатых в республике впервые. И не случайно. Ингушетия считается пристанищем для птиц. Их здесь насчитывается более 250 видов. В одном только заповеднике Эрзи 206 разновидностей, в том числе редчайшие, занесенные в Красную книгу России. Из них чуть больше 100 видов, где-то порядка 102-103 примерно, являются гнездящимися. Вот. Ну, в основном здесь представлены виды, которые связаны с лесами, так называемые дендрофильные виды. Достаточно много видов, связанных со скальными обнажениями, с человеческими постройками. Вот. Это так называемые виды петрофилы. Вот. Ну и вот на таких остепненных и луговых склонах присутствуют виды открытых пространств, так называемые кампофилы. Вот. Ну, в небольшом количестве вдоль речи гнездятся виды водно-болотного комплекса. Ну, можно пару слов сказать о редких видах. Значит, в заповеднике обнаружено уже 21 вид, который занесен в Красную книгу Российской Федерации. Из них 11 видов здесь гнездятся. Из редких видов, занесенных в Республиканскую Красную книгу, в заповеднике встречается 26 видов. Вот. Ну, то есть, как бы сказать, это подчеркивает важное предохранное значение, потому что птицы являются хорошим модельным объектом, и по их состоянию, по состоянию орнитофауны, очень хорошо судить о состоянии экосистем в целом. Вот. И такое большое обилие, причем хорошая представленность разных экологических групп, говорит о том, что природные комплексы заповедника Эрзи находятся в хорошем состоянии, вот, и что место для организации заповедника было выбрано очень удачно. Вечером охотники на птиц нацеливаются на рукокрылых. Встреча с летучими мышами бывает непредсказуемой, поскольку от их укуса можно заразиться вирусом бешенства. Изучение фауны этих млекопитающих – одна из целей исследовательской работы, в которой невозможно обойтись без специальных приборов. Летучих мышей мы планируем исследовать на территории заповедника при помощи вот этого прибора. Этот прибор записывает сигналы летучих мышей, а потом уже эти записи мы переводим в компьютер, и там специальная программа их обрабатывает и определяет видовой состав. Кроме этого, этот прибор записывает температуру, координаты. Вот, и мы уже знаем, какой вид, в каком месте, где встречается. И мы надеемся, что с помощью этого прибора мы установим большую часть видового состава фауны летучих мышей заповедника Эрзи. Мы проводили исследования летучих мышей Дагестана, вот, и за 1 год мы для Дагестана открыли 3 новых вида летучих мышей. В том числе один вид это был новый вообще для Российской Федерации. Сотрудничество дагестанского и ингушского заповедников продолжается уже более 10 лет. Одна из задач совместных исследований – обмен опытом между научными отделами, ведь у заповедников не существует границ. У нас в прошлом году посетили наш заповедник 4 доктора биологических наук, 2 кандидата. Кстати, вот Букреев тоже у нас доктор наук. И по результатам, по итогам работы 2018 года у нас, если взять мохообразные растения, известные были более 30 видов, а сегодня у нас более 100 видов. У нас заповедник, молодой заповедник, территория неисследуемая.
Поэтому каждый приезд, скажем, научных работников, каждая совместная работа, она приносит свои результаты, свои хорошие плодотворные результаты. Таргимская котловина – ключевая орнитологическая территория международного значения. Ареал птиц разбросан по всей Ингушетии, что поражает даже самые пытливые умы. Это и привлекает многих орнитологов в жемчужину Кавказа. Из видов, которые занесены в Красную книгу России, можно отметить такие редкие виды, как белоголовый сип, черный гриф, кавказский тетерев, малый подорлик. Это виды, которые находятся в Красной книге Российской Федерации, Красной книге Ингушетии и являются редкими исчезающими видами. И они на территории заповедника Ерзы гнездятся. И эта территория для них является очень значимой. На всей территории республики водятся дикие утки и гуси, несколько видов бакланов, цапли, пеликаны. К слову, птицы – самый распространенный и почитаемый вид животного мира в Ингушетии. Они представлены и на гербе республики, в котором изображен орел, расправивший свои крылья, символ свободы, мудрости и истинного благородства. Орнитологи будут проводить исследования 2 дня, после чего станут известны первые результаты работы. Зелимхан Калоев, Магомед Даскиев, Новости 24. На сельхозугодьях Ингушетии полевые работы в самом разгаре. Активно идет жатва озимых культур. Несмотря на переменчивую погоду, уборка урожая своевременно начата и в Гупе Нестеровская. На сотнях гектарах, засеянных ячменем, задействовав необходимую технику, аграрии трудятся с надеждой на хороший урожай. О том, как проходит жатва озимых в селении Чемульга, расскажет Тамара Хашагульгова. Погода этим летом испытывает не только жители республики, но и сельскохозяйственные культуры. Сильную жару сменяют обильные дожди. Из-за таких погодных сюрпризов страду пришлось остановить и отложить на несколько дней. Но ячмень сорта «Стратег» после недавних осадков уже подсох и снова успел подняться. А это значит, время собирать урожай. Уборка у нас проходит в тяжелых условиях. Вот эти вот ливневые дожди с градом, которые прошли у нас в республике последние, вообще выбили из колеи, но тем не менее сейчас вот мы выбираем окна. Сейчас с обеда мы начали 3 комбайнами уборку озимого ячменя. Для хлеборобов такая жаркая в прямом и переносном смысле пора – дело привычное. На счету каждый час. Передержав зерно на корню, его можно просто потерять. В слаженном процессе задействована рабочая техника. Машины идут одна за другой. На поле вывели 3 комбайна и 6 КАМАЗов. Адам Галаев работает на одном из них. Грузит зерно и отвозит его на склад. Еще с детства сначала просто помогал отцу. Копался в огороде, пытался вырастить овощи. Когда вырос, решил перейти в фермерские хозяйства. Увеличить фронт работ, как говорится. В этом ГУПе он трудится уже 6 лет. Чамбоз, ты даешь погод. А что ты андас, то он мало делал, ты ама надул, он загишь, ты метки да, ты идешь багн кой, ну что боха боха, я получал хоз дина ялка машин, елт шишокок дина рейс жо, сосводитель, бог Будда. ГУП Нестеровская включает в себя порядка 4328 гектаров пахотных земель, на которых растут кукуруза, подсолнух, горчица и ячмень. А площадь этого участка, находящегося в районе села Чемульга, составляет 760 гектаров, из которых 600 занимает как раз озимый ячмень. Урожайность 1 гектара оставляет желать лучшего. На этом участке где-то дает 18-20 центнеров у нас. Есть семенные участки, которые дают побольше, но здесь вот такая вот ситуация. Ячменя в нашем хозяйстве урвано более 200 гектаров. Остается около 400 гектаров. Совсем скоро ячменная страда закончится. По планам аграриев произойдет это меньше, чем за неделю. Далее последует процесс уборки соломы, который пойдет на корм скоту. Уборки соломы следом придет сюда придет техника, она начнет проводить уже осенние полевые работы. То есть будем готовиться к урожаю будущего года. Здесь будет проходить дискование, здесь же следом пойдут пахота, другие тракторные агрегаты, все это будет. Каким в итоге получится урожай, здесь не гадают, да и подсчитывать пока рано. Прогноз – дело неблагодарное, уверяют аграрии, испытано на собственном опыте. Но все же надеются, что он будет не хуже, чем в прошлые годы, несмотря на все метеосюрпризы. Тамара Хашагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24.
Сегодня в Назрани, во дворе одного из многоквартирных домов по улице Московская, состоялось открытие новой детской площадки, на строительство которой ушло всего 2 месяца. На реализацию проекта потрачено около 6 миллионов рублей. Красивый, ярко оформленный уголок с горками, качелями и другими аттракционами для игр. Большой подарок не только для жильцов этого дома, но и для детей из соседних дворов. Мы уже живем здесь давно. У нас не было такой площадки для детей. Мы очень рады, и дети наши рады. Спасибо, кто организовал вот эту площадку, сделал. В открытие приехал и глава администрации Алихан Тумгоев, выделивший участок под строительство. Осмотрев и оценив новую площадку для детей, пообщавшись с жильцами, он остался доволен проделанной работой и поздравил всех с открытием новой игровой зоны. Строительство 2 детских садов, капитальный ремонт школы, реконструкция водопроводных сетей. Благоустройство города Сунжа ждали давно. Там сейчас сразу несколько улиц изменятся до неузнаваемости. Построят новую дорогу, озеленят территорию, заменят освещение, обустроят спортивные площадки для активной молодежи. Кстати, за короткий срок в городе возвели целый комплекс многоквартирных жилых домов. Жирдат Халухоева расскажет подробно. Город Сунжа постепенно преображается под шум строительных работ. К примеру, этот детский сад. Его возведение не только позволит родителям устроить свое чадо в дошкольное учреждение, но и появятся дополнительные рабочие места. Здесь все будет предусмотрено для беззаботного будущего потенциальных воспитанников. Сейчас заливают фундамент здания. Строится оно с соблюдением всех норм и правил. Его основная конструкция – бетон и арматура. Основной цикл работ по строительству дошкольного учреждения на 220 мест начали всего 2 недели назад. Типовое здание строится в рамках целевой программы по развитию образования. Современный, просторный, отвечающий всем необходимым требованиям садик ведут к концу года. Садик планирует глава города нах новостройка живос нах баш метиге да яни цигиш халус багаяр цанян эштезда yok переиграть оза перевести да заложить здесь и да школа и вообще что эти тяжко я участок под школу итая ну а гонах баг нах хато что хожешь интересоваться дальше ну что раз будет. Еще один детский сад, но уже рядом со второй начальной школой в районе железнодорожного вокзала. Планируется заложить к концу этого месяца. Территория местными властями выбрана не случайно. В районе много дошколят, а единственное дошкольное учреждение находится в нескольких километрах, и то перегружено. Площади вместе школы 2 чем-то есть, но садик определили 0,9, почти гектар ляхты садик. Основном квачем будешь, полностью экспертизировали где-то в конце июля Помимо нового дошкольного учреждения, власти планируют обновить и саму школу. Старая, построенная еще в 60-х годах, не выдерживает и в плане ветхости, и в плане перегруженности. Поток учащихся большой. Наконец-то наша мечта, она действительно осуществилась. Я думаю, что где-то через год, наверное, у нас уже дети наши могут учиться в данной школе, уже в новой школе построенной, как говорится. Помимо образования и воспитания в городе решается вопрос с ветхими водопроводными линиями на улице Горького. С перебоями водоснабжения и прорывами труб водоканальная служба борется регулярно. Виной всему тонкостенные железные трубы, которые свой век давно отжили. Не выдержали они и на этот раз. Позавчера вечером произошел очередной прорыв. Коммунальная служба, надо отметить, среагировала оперативно. С утра Как отмечают местные жители, проблема с водопроводом стоит очень давно. Воду можно использовать только для полива огорода. Власти обещают вскоре решить эту проблему. Так что жителям необходимо только набраться терпения. И тогда о слабом напоре и некачественной воде они будут только вспоминать. Как и жителям второй серийной улицы. Здесь полностью заменили трубы, сделав приятный бонус в виде новой дороги с тротуаром и освещением.
Yeni kabullar, çoğumunak barir. Çoğu koğuş doğakış. Darırık xisiyeti sesiz. Damik da xi nevedneni xajarik xi açı doğakış. Çoğumu muhti gerir. Çoğu pargatı hani ona, çoğu pargatı. Koz o asfaltet olda bak da çötse. 5 doğuşda bir iş mestin çoğu. Çoğu koz hem diyer. Çoğu diğer riyaz kovuzun diye. Oz ahigiz behkaçar. Vallahi bu diki mi bir ters. Oz behkaçnakı. Yer habeyta çakmışke çoğu sağ oğlar. Совсем скоро список благоустроенных в городе пополнит еще одна улица. Новый водопровод, асфальтовое покрытие, освещение и озеленение территории. Словом, праздника жителям улицы Роза Люксембург ждать недолго. Рабочие равняют гравийную смесь и параллельно устанавливают тротуарные бордюры. Начиная от колхозного и до конца где-то метров более 400 метров. Более 400 метров водопровод Хейцай и столько же асфальт будет полностью обложен. Помимо этого еще улиц Каетра водопровод Хейца. Южная, Шарипова, Шорса, Дружба и Ленина. Это что есть? По улице это водопровод полностью Хейца. А Ленинная улица с конца июля дал Андали по городской среде. То есть в общем-то, твоя уже с чаках колярхары, варбар улица полностью. Только за этот год новый облик в Сунже приобрели десятки улиц. На них высадили деревья, создали удобную уличную навигацию, отремонтировали фасады. Благодаря этим изменениям в городе формируется качественно новое пространство для жизни. Комфортным и безопасным оно обещает быть и на этой безымянной улице. Протяженности более километра ир. Полностью реконструкция водопроводной сети. Я его полностью. Полностью более 40 сантиметров снятия, не снятия, полностью гравия отбила с левой стороны на горлотовке бахкирш. И с правой стороны 1,5 метра ширина, может, это архубуман освещение хукиос. Двухслойный асфальт кубы. Улучшения наблюдаются в сфере жилищного обеспечения. По инвестиционной программе в Сунже возвели комплекс многоквартирных домов, в каждом из которых по 16 однокомнатных, 2-, 3- и 4-комнатных квартир. Прилегающую территорию подрядчик также планирует благоустроить детскими площадками и зоной отдыха. Расположение домов очень удобное, рядом новая школа и детский сад. خذلوجي طالوجي يواجه شوجال أربعة دبخ حبخ يقير دول كونجي خستاد هذا ديك وده دولوجي محتاج جو زجلوجي شت باخش ناخا احتنا Не забывает в городе о спортивно-развлекательной составляющей. Буквально на той неделе в микрорайоне открыли воркаут-площадку. Объект размером 384 квадратных метров. Уникален как по своим размерам, так и по оснащенности. На площадке уложено спецпокрытие, смонтированы перекладины, рукоходы, брусья и шведские стенки. Все из самых современных композитных материалов. ويطبخ مناخه ويورد باش مناخه هناش يزج استوبي ليش نوضح حموز دولجته حبين وين قهق ما تصديش صداتش وحما خنبي بيس يحمد الله خديس يعم пусть это шузин сактулахти шахти мотик. Благоустраивает Сунже зону для семейного отдыха. На 2,5 гектарах идет масштабная реконструкция набережной местного пруда, велодорожки, детские площадки, навесы и зеленые насаждения. Здесь предусмотрено все для качественного досуга горожан. Общественно полезный объект финансирует меценат, пожелавший остаться неизвестным. Закончить все работы планирует до конца лета. Но на этом преображение города не заканчивается. Впереди строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и ряда других важных социальных объектов. Жарадат Хулухоева, Султан Булгучев, Новости 24. Как бы так научиться отдыхать на природе, чтобы эта природа потом не взывала об экологической помощи? Речь идет о пикниках на берегу Ассы. Выехали, расположились, нажарили шашлыки, поели, убрать за собой забыли, ну или не захотели. А в результате антисанитария, мусор, бутылки, угроза для пасущегося здесь скота, для бегающих детей. В общем, проблема очевидная, не новая, вполне решаемая. Только вот кем? Туристами, администрацией района или местными жителями? Репортаж Светланы Томовой. Именно так сейчас выглядит берег реки Асса. Разбросаны мусор, разбитые бутылки и остатки еды. Состояние прибрежной зоны оставляет желать лучшего. Как известно, это делают никто иной, как сами жители республики. А убирать в итоге приходится как взрослым, так и вот таким вот малышам.
Но так или иначе, оставлять после себя мусор на берегу реки Асы у отдыхающих уже вошло в привычку. Приезжие пропускают мимо ушей многочисленные просьбы местной администрации и жителей не портить экологию и не загрязнять реку. Убирать все это безобразие за локальными туристами приходится местным. А что еще остается делать? Им здесь жить. Проблемой окружающей среды прониклись и совсем юное население. Даже дети пытаются призвать к совести взрослых, которые, по всей видимости, забыли ее среди оставленного мусора. Я бы хотела обратиться к отдыхающим, чтобы они не оставляли за собой мусор. Потому что это единственное место, которое у нас есть в селе. В богоугодном деле по очистке прибрежной зоны принимает и маленькая Ясмина. Если более взрослые дети отдают себе отчет в том, что делают, и не ждут взамен похвалы, то малышка за свой труд ждет вполне заслуженную награду от папы. Папа мусор мороженецкий. мусор. Магомед Катиев – депутат сельского поселения Нестеровское. Он уже не в первый раз привозит свою семью для уборки прибрежной территории. По его словам, здесь летом купаются их дети. Они легко могут пораниться о разбитое стекло. Вот и приходится мешками собирать чужие бытовые отходы. Чтобы в неделю раз мы не убирали, такого не было. Мы собираем группами детей, футбольные команды, все кружки мы собираем. Мы выходим, и депутаты собираются, вот эту чистку делаем. Но мы не успеваем за всем этим республикой убирать. Местные это не оставляют, потому что это наши дети здесь ходят, наши дети здесь режутся. Мы знаем, что нельзя оставлять. А вот приезжие, это все после приезжих. Нам приходится каждую субботу, воскресенье нам приходится с администрации выезжать. Вот эту уборку делать. Просто по словам представителя Минприроды, в летний период бороться с теми, кто оставляет на местах отдыха мусор, не представляется возможным. Они не раз с депутатами и местной администрацией выезжали на место, но тщетно. ВОЗ и ныне там. Как отмечают экологи, вред наносит не только окружающей среде, страдают дети и животные. Хотел бы обратиться именно тем людям, которые приезжают сюда отдыхать, купаться, чтобы они не оставляли здесь именно стеклянные бутылки. После них остаются вот такие вот осколки, и дети очень глубоко могут пораниться, запаниковать, я не знаю, и потерять много крови. И может даже закончиться летальным исходом. И хотел бы обратиться к вам, чтобы вы не бросали здесь мусор. И также самое часто встречается это пластиковые пакеты, которые они оставляют после себя. Здесь наблюдается очень много домашнего скота, они съедают этот пластик и также могут умереть от этого. Проснется ли когда-нибудь совесть у тех, кто доводит берег реки до ужасного состояния – большой вопрос. Но так или иначе, администрация сельского поселения регулярно очищает прибрежную территорию реки Асы. Они же заботливо завезли сюда спиленные ветки, чтобы отдыхающие не рубили деревья для разведения костров и не трогали специально выставленные деревянные мусорные баки. Их, кстати, креативные отдыхающие тоже пустили на дрова. Мусорный бак هم إصبعاً سيار جوه جواتش جان جوه جواتش مت جواتش الناس بسالنا ديهم دا جانش دا يخا جانش حيا ندخش عدا قادروس إذا ديهم دا قواجيهم قدر جيلي خير اللي على أقوس خارطة بقى أوت الله تجي الله تجمريس صحش تحمل دقيقة سمعتهم وهو فدي الله خبيرش. По словам представителя местной администрации, выход из этой ситуации только один – огородить прибрежную зону отдыха, выставить охрану и впускать только за определенную плату. Возможно, в этом случае отдыхающие смогут относиться более бережнее к окружающей среде. Светлана Томова, Рахман Цуров. Новости 24.
Из Ингушетии в Саудовскую Аравию в этом году будет осуществлено 5 авиарейсов. Квота на регион, выделенная хадж-миссией России, полностью освоена. В паломничество летом отправятся 1400 человек. Всем им необходимо пройти вакцинацию в целях собственной же безопасности. Заключительный семинар перед хаджем проведут 20 июля. Подробности сегодня обсудили в Миннации региона. Об этом расскажет Мака Дударова. Один из главных вопросов – вакцинация. Каждый желающий совершить хадж должен иметь сертификат о ее прохождении. В местах, где остаются паломники, постоянно работают кондиционеры. Они часто провоцируют у людей такие заболевания, как пневмония, менингит, грипп. Вакцина также необходима для предотвращения кори, краснухи и других недугов. За этим следит Министерство здравоохранения. Работа Минздрава заключается в том, чтобы организовать медицинские бригады, осмотр этих выезжающих паломников, провести им вакцинацию и предоставить врачей для сопровождения этих паломников на случай, если кто-то там на месте, если заболеет, предоставлять какую-то медицинскую помощь. Выделенная хадж-миссией России квота для совершения паломничества жителями республики в количестве 1400 мест освоена полностью. Определены группы паломников, каждая по 35 человек, и руководители групп, а также медицинская группа для сопровождения совершающих хадж. С территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в республике налажено взаимодействие по вопросам организации в аэропорту Магас, паспортного контроля и таможенного досмотра. 20 июля этого года в летнем амфитеатре города Назрань планируется итоговый семинар для паломников с участием всех заинтересованных лиц. В Республике Ингушетия мы создаем условия для того, чтобы наши граждане не чувствовали себя ущемленными, либо имели какие-либо препятствия для того, чтобы совершить хадж. Поэтому хотел бы изначально обратиться к паломникам, которые сегодня сдали документы и собираются лететь в текущем году в хадж, чтобы они проверили свои задолженности по налогам, по штрафам и иные за коммунальные услуги. График отбытия паломников в Королевство Саудовская Аравия уже составлен. Заключен договор с авиакомпанией Ют-Эйр для перевозки хаджи. Из Ингушетии планируется осуществить 5 авиарейсов. 1 Магас-Медина и 4 Магас-Джида. Издана памятка паломнику хадж и умра. Со всеми группами паломников проведены семинары, в ходе которых доведена до них вся необходимая информация. Макка Дударова, Майербек Миржоев, Новости 24. С 6 по 8 июля Ингушетия встретит чемпионат СКФО по дзюдо. Среди мужчин и женщин в турнире примут участие порядка 250 человек. Ингушскую школу дзюдо представит примерно 50 спортсменов, которых отобрали по итогам республиканского чемпионата. В первый день соревнований, 6 июля, состоится церемония открытия, после которой бороться за награды турнира на татами выйдут дзюдоисты 3 весовых категорий и дзюдоистки 7 весовых категорий. Всего будет разыграно по 7 комплектов наград. Ну а в Магасе стартовал турнир по футболу под названием «Ночная лига». На участие принимают 12 команд из различных организаций столицы Ингушетии. Организаторами выступила администрация Магаса. Цель турнира – популяризация спорта и развитие футбола. Команды играют на мини-поле по 2 тайма, каждый длительностью в 15 минут. За соблюдением правил следит рефери. Отметим, что турнир будет проходить целый месяц. Этот кубок проводится не ради галочки, не ради прихоти чьей-то, а мы хотим серьезно отнестись к этому вопросу. И в течение всего месяца, не в один, не в 2 дня проводим этот турнир, а в течение всего месяца мы его разбросали, сделали сетку и проводим по командам. Всего сегодня принимает участие 12 команд у нас. Тут и казначейство, и администрация президента, и наше телевидение здесь же принимает участие команда. И также МЧС, пенсионный фонд, и много других еще команд. Подход такой довольно серьезный, очень серьезно отнеслись и команды к этой лиге. И еще о спорте. В Центре олимпийской подготовки в городе Назрань сегодня прошел турнир по вольной борьбе среди юниоров. В нем приняли участие воспитанники клуба «Чингис». На татами вышли 400 борцов. Поединки спортсменов были напряженными. За спортивным действием наблюдал наш корреспондент Идрис Ижиев. Турнир по одному из самых благородных видов спорта сегодня проводится в Назране. Больше 400 борцов вольного стиля со всей Ингушетии поборются за звание лучшего. Конкуренция действительно большая. Здесь важно показать себя во всей силе и красе. Ведь за каждым борцом наблюдают наставники и друзья. Несмотря на юный возраст, Насрудин Тачиев не первый раз на таком конкурентном турнире. Ему 8 лет, из которых 2 он посвятил борьбе. Признается, на этом виде спорта настоял отец. Перед началом состязаний, сидя в первых рядах, он изучает соперников и ждет своего часа.
Я пришел бороться, чтобы победить. Может быть, они сильные, а вдруг, может, я выиграю. Мне нужно победить 3 раза, чтобы получить 1-е место. А вот Абдул Малик Аздоев, напротив, уже завершил схватку, нанеся сопернику поражение в первые минуты сражения. От этого турнира и от себя он ждет только победы. Вторым он уже был в прошлом году. Долго готовился, 2 года к этому турниру. У меня еще 3 схватки впереди, чтобы победить. В схватках по вольной борьбе много эффектных приемов. Именно они придают зрелищности. И именно этим вольный стиль привлекает молодежь. В спортшколах к воспитанию атлетов подходит ответственно, со всей строгостью. Дисциплина и сосредоточенность вкупе с выносливостью – это хорошая заявка на будущие победы воспитанников. Сборный состав команды Халхр номер Малава, Шала номер Малава, Кала номер Малава, Амада выезжает чан сходис, дикавар, арах вахтыш, в среднем России вахтыш, Бог мот давляр хадутха. Тренер кахигиш бак, бирж дикде баргу златы чан хажич, хайжо приема, цар характер, цар латер дикде диалкахетем цани. Та ашти емудо бирже с каждого района республики дик баргиш хагуш бал, иш хагуш банерж, وانا وصل دجا اشت ناخذ عبخيت انا الزبول حتى يتساليش دكتور. 496 участников. Каждый хочет показать себя с лучшей стороны. Наставники отмечают хорошую физическую подготовку и отличный уровень борьбы. 36 участников. Возраст замик бирж 2011, 12, 13 года. Несмотря на возраст, человек подготовлен, конкуренция хорошая. Уровень дикий спортсмены, младший возраст, уровень дикий масхан выезды, что призовые места занимаем, да. Такие соревнования – самое яркое подтверждение тому, что вольная борьба в Ингушетии по-прежнему авторитетный вид спорта. Это не просто ежедневные тренировки и желание атлетов стать известными. Для ребят каждый день расписан по минутам, чтобы быть готовым к любым состязаниям. Идрис Ижиев, Адам Далаков, Новости 24. В студии была Лайла Цурова. Следите за новостями и до встречи в эфире.